Потому что понедельник день тяжелый и не только у людей, как показывает практика. Тем не менее, ничего не мешает нам никогда. И если будет мешать, мы это преодолеем. Сказать вам каждое утро буднего дня: доброе утро, дорогие телезрители телеканала «Якутия-24». Мы рады вместе с вами начать встречать наступивший день в эфире программы «И утро Якутии». Замечательный день, отличное настроение и ближайший час. Мы призываем вас оставаться с нами вместе. Да, потому что мы поможем вам, во всяком случае, сделаем все, что от нас зависит, и все, что мы можем сделать для того, чтобы день у вас прошел на позитиве, с улыбкой на лице. И, конечно же, эта бодрость и энергия позволила вам сделать все, что вы сегодня хотите сделать, и сделать это на отлично, ну или хотя бы на хорошо. Ну и, как обычно, мы начинаем наш эфир с интересной информацией. Да? Да, ну, что можно обсудить с утра пораньше? Ну, что-нибудь, что вот случается, пока мы вот спали, отдыхали и так далее. И вот пока мы всем этим занимались, французская полиция выдала необычное предупреждение для своих граждан. В лесах начался сезон опьянения у оленей. И нет, это не розыгрыш, вот можете даже наблюдать. Весной благородные олени с аппетитом едят забродившие фрукты и подгнившие растения. Результат, как вы уже догадались, полный дорожный беспредел. Животные выбегают на трассы, ходят зигзагами и тормозят посреди дороги. Словно сдавали на права в веселом настроении. Да, но между тем зоологи МГУ подтверждают, что переспелые плоды действительно дают опьяняющий эффект. Французским водителям советуют только одно – сбрасывать скорость возле лесов и быть начеку. Но мы понимаем, что олени и дары природы бывают не только во Франции. Так что если увидите оленей, которые ведут себя примерно так, то, возможно, они просто отмечают весну. Да, будьте в это время осторожны, тоже сбрасывайте скорость, и не пытайтесь их объехать, возможно, у них тоже в голове есть какой-то план в плане объезда, или не дать вам эту возможность, да, объехать их. Вот такая вот интересная история. Ну, прям вот видно по оленю, что он какое-то у него интересное настроение. Вот. Ну и, собственно, весна движется, весна наступает, вместе с весной приходит теплая погода. И давайте вот сейчас узнаем как раз таки, что за окном у нас сегодня происходит. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 4 градуса. В Заречной группе 4,9 выше 0. В южных до 8 градусов тепла. В Вилюйской группе 7,16, в Нижнеленских до 8. В Колымо-Дигирской группе улусов минус 7 плюс 3. В Янских минус 6 плюс 5. На северо-западе ожидается до 9 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 11 градусов. Ну и как и логическое продолжение запуска утра, скажем так, это, конечно же, мы предлагаем вам ознакомиться со сводкой последних новостей, о которой нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Приветствую вас, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. Дополнительные посты спасателей развернули в Якутске, Намском и Кобяйском районах. Посты организованы в следующих селах и поселках. Городской округ Якутск, Табага, Даркалах, Кангаласы. Кобяйский район Ситте, Батамай. Намский район Арбы, Второй Хамустах. Спасатели будут следить за обстановкой, оказывать помощь населению и оперативно реагировать в случае ухудшения паводковой ситуации. Стоимость перевозок по маршруту Якутск-Нижний Бестях выросла в период ледохода. К перевозкам привлекли аэроботы. Из-за густого ледохода на Олени пассажирские перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом идут в экстремальных условиях. Схема движения предусматривает пересадки между разными типами техники в зависимости от ледовой обстановки на отдельных участках. Стоимость билетов до 5000 рублей. Рост цены связан с кратным увеличением расхода топлива. Минтранс Якутии просит жителей и гостей республики с пониманием отнестись к временным неудобствам. Рекомендует планировать поездки только при крайней необходимости.
Довольны и врачи, и пациенты. Впервые за всю историю района жителям Амгинского улуса больше не надо выезжать в столицу республики для проведения высокотехнологичного обследования. Все благодаря вводу нового здания Центральной районной больницы. Свои двери учреждение распахнуло еще в начале этого года, и сейчас, опробировав технологии, врачи могут подвести итоги. Как отметил главврача ЦРБ Дмитрий Васильев, строительство новой поликлиники позволило значительно увеличить охваты наблюдения и диагностики. Так, в больнице впервые появились стоматологический рентген-аппарат, электроэнцефалограф и видеоэндоскоп. Эти оснащения позволяют значительно улучшить качество и своевременность медицинской помощи, поскольку раньше пациенты у нас, к сожалению, все направлялись в город Якутск. Эта поликлиника построена благодаря национальному проекту, который называется «Активная и продолжительная жизнь». Это здание мы ждали очень давно и долго. Скажем так, эту радость невозможно переоценить, не зная, в каких условиях раньше работала Амгинская ЦРБ. Стипендия в размере не менее 2 МРОТ должна быть установлена для аспирантов, которые учатся за счет бюджета и имеют детей. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, это поможет решить проблему нехватки денег для аспирантов семьями. Кроме того, он считает, повышение стипендий могут положительно повлиять и на решение увеличить семью. С 1 сентября 2025 года минимальный размер государственной стипендии для аспирантов составляет 10 513 рублей по направлениям, определенным Минобрнауки, и 4380 рублей по иным направлениям подготовки. С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля. Старинные технологии, выплавки железа, исторические интерактивы и мистические экскурсии. Якутский музей имени Ярославского присоединился к всероссийской акции «Ночь в музее». Программа дня началась с демонстрации древней кузнечной техники и встречи выпускников разных лет «Белые паруса». Для детей подготовили программу «Игры народов мира». На территории музея развернулась ярмарка мастеров, сопровождаемая праздничным концертом и традиционным осохой. Вечерняя часть включила в себя интерактивное знакомство с дубельшлюпкой «Якутск» времен Беринга и тематические туры, посвященные таинственным экспонатам и легендам Севера. В Госдуме предложили запустить пилотный кэшбэк для выездных болельщиков. Механизм можно сначала распространить на матч-плей-офф, всероссийские соревнования или отдельные виды спорта, где развито выездное боление, считает зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов. Инициатива продолжается обсуждаться. Механизм в перспективе можно будет использовать не только для поездок на спортивные мероприятия, но и для поездок в другие регионы на театральные фестивали, концерты, музеи, крупные культурные события. Начало дня задает тон всему тому, что будет дальше. И эта наука подтверждает также. 10 минут утренней физической активности улучшают концентрацию внимания, ускоряют метаболизм и снижают уровень тревожности. На несколько часов вперед, кстати, это все происходит. И исследования показывают, люди, которые делают зарядку по утрам, реже жалуются на скачки давления и бессонницу. Не нужно изнурять себя, достаточно мягкой разминки, чтобы разбудить суставы, разогнать кровь и сказать телу: день начался. Наш спортивный инструктор подготовил простой и эффективный комплекс, так что вставайте, подтягивайтесь и повторяйте за ним. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики. Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох. И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. 1, 2, 3. В другую сторону. 1, 2, 3. Кисти на плечи и круговые в плечевом. 1, 2, 3, 4. В другую сторону. И 1, 2, 3,
Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад. И раз, два, три, 4, 5. Выполняем развороты. Поворачиваем корпус в стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6. Подключаем ножки. Выполняем захлест. И раз, два, три, 4, 5, 6. Супер. Еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте. Поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер. Отлично. Подключаем приседания. Ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. Раз, два, три, 4, 5. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. Раз, два, три, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. Раз, два, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4 и 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. Раз. Два. 3. 4. 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. Раз. Два. К левой ножке. Раз. Два. 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. Раз, два, 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох, выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня. Ну, раз уж речь зашла об активности, нельзя обойти стороной новость для тех, кто любит острые ощущения. В Москве открылись самые масштабные американские горки в Европе. Их разместили в парке «Остров мечты». Тройные петли поднимаются на высоту 17-этажного дома. Протяженность трассы почти километр, а максимальная скорость достигает 110 километров в час. В нашей республике таких аттракционов, увы, нет. Но хотя бы представить этот полет возможно. Ну и, конечно, возможно просто запланировать поездку в столицу, чтобы хотя бы попробовать. Попробовать на себе, да, на прочность этот аппарат. Кстати, вот в тему мне недавно в одной из соцсетей попался видеоролик такой мемный, да, где когда пилота-истребителя посадили на американские горки, он вообще безэмоционально едет. Я думаю, тут такая же история была, потому что, ну, такие перегрузки для них, мне кажется, что-то из разряда учебных. Ну, а активный отдых и зарядка — это прекрасно, но любая физическая нагрузка будет во благо только тогда, когда организм работает как часы. А главные дирижеры этого сложного оркестра, конечно же, гормоны. Малейшие сбои в эндокринной системе может свести на нет все. И правильное питание, и спорт, и здоровый сон. Как понять, что ваши гормоны в порядке? Когда пора бежать к врачу, а когда достаточно просто скорректировать режим? Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог клиники Северо-Восточного федерального университета Александра Сазонова. Александра, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, как вообще часто обычному человеку без жалоб нужно проверять щитовидную железу, сахар, гормоны, вот всю вот эту оркестровую, так сказать, систему организма? Что касается щитовидной железы, получается, гормоны щитовидной железы обычному здоровому человеку стоит проверять раз в 2-3 года. Однако мы живем в таком регионе, где нет йода, и, соответственно, мы более подвержены заболеваниям щитовидной железы.
Поэтому, как врач-эндокринолог местный, я бы рекомендовала больше, чуть чаще сдавать. Например, сократить этот 2-3, сделать в 1-2 года. То есть лишь годик один подсократить. Ну а какие первые звоночки говорят о том, что необходимо идти к врачу-эндокринологу? По щитовидной железе есть такое состояние, как гипотиреоз. Там очень все смазано, очень все непонятно. И я бы рекомендовала в первую очередь обратиться к врачу-терапевту, потому что именно гипотиреоз, он больше похож на ту же самую анемию. И чаще всего бывает у девочек молодого возраста именно железодефицитная анемия. Однако же есть такое понятие, как тиреотоксикоз, когда у человека вырабатывается много гормонов щитовидной железы, и тогда я бы рекомендовала все-таки идти сразу к эндокринологу. Какие проявления тиреотоксикоза? Это тремор. Тремор — это когда вот трясет человека, сердце готово выпрыгнуть из груди и уйти отдельно жить от вас. И вообще такая тревожность, которая не перестает. Это, скорее всего, будет тиреотоксикоз. И, конечно же, резкие наборы или сброс массы тела. Это не просто вот когда вот я за 3 года набрал 10 килограмм. Нет, это прям действительно за короткий промежуток. Может быть потеря там, за 3 месяца потеря 10 килограмм, за 3 месяца потеря набор 10-15 килограмм. То есть на таких коротких дистанциях. Да. А есть ли критерии людей, может быть, да, которым при отличном самочувствии даже все равно необходимо следить вот эти моменты и проходить обследование? Получается, люди, у которых у близких родственников имеется заболевание щитовидной железы, сахарный диабет, например, тот же самый, да, люди с сахарным диабетом, у них, к сожалению, чаще подвержена щитовидная железа к изменениям. Также люди, страдающие избыточной массой тела, и люди, которые имеют ревматологические, даже не ревматологические, а аутоиммунные заболевания, которые проходят специфическое такое лечение, потому что их специфическое лечение, к сожалению, может повреждать щитовидную железу. А вот еще такой вопрос касательно самодиагностики, что называется. Все мы знаем эти истории, когда у человека что-то заболело, он бежит в поисковую систему, да, и писать, что это может быть. Сейчас технологии копнули глубже, появился искусственный интеллект. Даже не так, Паша. Мы бежим сдавать анализы, а потом думаем, что мы такие умные, мы можем расшифровать все эти анализы, просто забив их в какие-то программы, да? А вот можно ли серьезные, допустим, анализы именно после похода к эндокринологу самостоятельно расшифровать или с помощью искусственного интеллекта? Самостоятельно? Мы все-таки для этого учились достаточно долгое количество времени, 8 лет как-никак, чтобы точно все это понимать. Что касается искусственного интеллекта, я все-таки против, потому что интернет — это обширная такая сеть, в которой свалено разное мнение, и не всегда оно правильное, к сожалению. И искусственный интеллект берет из всей вот этой массы и составляет свое мнение. И правильное оно или нет, и, по сути, никто не знает. по сути, средняя температура по палате происходит. Но, допустим, опять же, вот продолжая про искусственный интеллект вопрос, а как второе мнение, да, мы сами знаем, что врачи, они часто даже сами советуют, найдите врача, который даст второе мнение, будет здорово. Вот в качестве как второе мнение использовать искусственный интеллект допустимо или нет? Или лучше вообще вот с этим сильно не баловаться? В общем, мой пациент, это из моей практики, мальчик молодой, у меня в основном молодое население прикреплено, у него пришла УЗИ щитовидной железы, и там были некоторые изменения. И, конечно же, первым делом он вбил с чатом GPT, пообщался, и он сказал, чат GPT ему сказал, скорее всего, это рак. Все. Как бы технологии шагают вперед, ответы не меняются. Что бы с вами ни случилось, интернет вам скажет, что, скорее всего, это вот так. Давайте поговорим про сон, да? Вот сколько нужно спать часов в день, чтобы гормональный фон был в норме? Тут это достаточно сложный вопрос, потому что до сих пор не пришли к единому мнению, сколько человеку нужно спать. Единственное, что мы точно знаем, что дети должны спать больше, потому что они растут, растущий организм, потребность не больше. Конкретные цифры я не назову, но самое важное все-таки именно соблюдать режим сна. Ложиться до 12 часов ночи. Желательно, конечно, как солнышком это делается,
У нас Свои особенности. Да, свои Солнышко. да. И получается именно соблюдение режима сна, потому что наши гормоны, они вырабатываются циркадно. Что такое циркадность? В течение дня они имеют либо большую выработку, либо меньшую выработку. Но самое важное, я очень часто стала замечать, что дети, подростки не спят. Долгое время могут не спать, до 3 часов ночи где-то шататься, извиняюсь за это слово. Это очень плохо, потому что у растущего организма все-таки ночью вырабатывается важный гормон роста. И это может повредить их росту. Росту. Логично, да? Потом жалуются, почему я такой низкий. Да-да-да. почему такой низкий. А вот, кстати говоря, про, опять же, сезонность, да, наши особенности климатические, мы уже сказали, что у нас, в принципе, нет йода, да, это сильно влияет. Есть ли еще какие-то факторы, может быть, опять же, от смены сезонов зависящие, помимо отсутствия йода, которые также на нас влияют? Ну, получается, отсутствие солнышка очень сильно на нас влияет. Витамин D. Его выработка заметно снижается. Практически у каждого в республике, скорее всего, будет дефицит витамина D. Его, кстати, тоже было бы неплохо сдавать хотя бы раз в год. Там получается, с витамином D вырабатываются некоторые половые гормоны, то есть это может привести к сбою менструального цикла, депрессивные состояния в том числе. Ну и гормоны щитовидной железы зимой вырабатываются хуже, и из-за этого наш мозг подает сигналы, чтобы щитовидная железа работала сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому мы зимой можем часто видеть такие явления, как субклинический гипотиреоз. Но это переходящее состояние, потом он проходит. Ну и как бы продолжая вот эту историю, а чем мы можем это компенсировать? Потому что в части, допустим, продуктов питания, то есть что для нас может, опять же, в условиях нашего региона дополнительной поддержкой будет, а при этом что является врагом для нашей эндокринной системы? Ну, врагом, давайте про врага в первую очередь поговорим. Не буду абсолютно новым человеком в этом плане. Трансжиры, продукты, богатые быстрыми усвояемыми углеводами, то есть продукты, которые напрямую влияют на наш вес. Избыточный вес всегда приводит к нарушениям гормональной нашей системы. Что касается продуктов, которые можно кушать, это, конечно же, продукты, содержащие йод. Поскольку у нас нет йода, мы должны его получать хотя бы с продуктами. Какие это продукты? Морепродукты, морская рыба и морская капуста, йодированная соль. Но, однако, надо понимать, что беременным, например, морепродукты должны подаваться в строго хорошо прошедшие термическую обработку. Тогда как обычный взрослый человек поест морепродукты, если там, не дай бог, что-то будет, для него это будет все хорошо, а для беременных это может закончиться потерей ребенка. Ага, о, как вот вот не зря я не люблю морепродукты. Ну, не то, что прям не люблю. Вот, ну, Александра, спасибо за информацию полезную. Опять же, с точки зрения, что нам кушать, да, чтобы поддерживать свою систему. Желаем вам успехов в работе, хорошего дня. Спасибо. Вот, ну, тело мы более-менее настроили на рабочий лад, но человек — это не только мышцы, организм, да, гормоны. Есть еще сферы, которые питают ум, душу и наше представление о прекрасном. Одна из таких сфер напрямую связана с сегодняшней датой – Международный день музеев. Это праздник хранилищ памяти, где застывшие экспонаты рассказывают истории ярче любых учебников. Отличный повод сегодняшний досуг провести именно в музее. Ну а далее узнаем о других событиях сегодняшнего дня. На календаре 18 мая. Сегодня Международный день музеев. День Балтийского флота ВМФ России. По народному календарю Арина Капустница, Арина Рассадница. На Арину, как и на Мавру, на Руси высаживали рассаду на грядке. Главным образом капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Этот день в истории. 1703. Победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы. 1977. Учрежден Международный день музеев. В этот день родились Омар Хайям, персидский поэт, математик, астроном, философ. Николай II Романов, последний российский император. Бертран Рассел, английский математик, философ, общественный деятель, нобелевский лауреат.
Алла Баянова, румынская российская певица, исполнительница романсов народной артистка России. Иоанн Павел II, глава Римской католической церкви, 264-й Папа Римский. Валентина Ананьина, советская и российская актриса театра и кино. Именины сегодня отмечают Андриан, Ирина и Яков. Как мы сказали, да, сегодня Международный день музеев. Музеи хранят историю в тишине залов, но есть память, которая хранится в шуме, в гуле городской суеты прямо под нашими окнами, на табличках с названиями улиц. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии имени Жараева присоединился к всероссийскому проекту «Улицы героев». Важная и нужная инициатива, которая возвращает живую память о людях, чьими именами названы улицы наших городов. За каждой улицей судьба, за каждым именем уважение и благодарность. Проект объединяет людей, укрепляет связь поколений и напоминает: пока мы помним, герои живы. Здравствуйте! Рубрика «История в кадре» присоединяется к всероссийскому проекту «Улицы героев», который направлен на патриотическое воспитание молодежи и призван рассказывать о героических подвигах наших дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны. Сейчас мы находимся на территории общественного пространства Парка Победы. Здесь есть памятник легендарному снайперу, кавалеру 2 орденов Великой Отечественной войны, орденов Красной Звезды Ивану Николаевичу Кульбертинову. 7 ноября 1917 года в селе Тяня Лёкнинского улуса в венкийской семье оленеводов Кульбертиновых родился мальчик Иван, которому было суждено стать великим воином, одним из лучших снайперов Великой Отечественной войны. В 10-летнем возрасте он остался без отца. Воспитывали его мама и старший брат, поэтому с малых лет он был приучен к труду, занимался охотой и оленеводством. Старожилы вспоминают, что молодой Кульбертинов уже тогда выделялся своей силой, ловкостью и твердостью характера. Интересный факт. Мама называла его Помпея, что с венкийского языка означает «неуловимо, кругло, надутое, как шарик», потому что он был небольшого роста, очень подвижный, юркий, ловкий, а ровесники его называли Бусха, что в переводе с венкийского языка означает «могучий». На войну Иван Кульбертинов был призван летом 1942 года. Тогда ему было всего 24 года. А свое первое боевое крещение он получил в начале 1943 года на Северо-Западном фронте в ходе Демянской наступательной операции против 16-й немецкой армии группы армии «Север». Свой боевой счет в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл 27 февраля 1943 года. О том, как он сражался, писали фронтовые газеты, вспоминали командиры и боевые товарищи. Кстати, немцы, фашисты, назвали его «Der Sibirischen Mitternacht» – «Сибирская сова», так как покою от него им не было ни днем, ни ночью. На официальном боевом счету Ивана Кульбертинова значится 487 пораженных врагов. Это подтверждено свидетелями. Иван Николаевич демобилизовался из рядов советской армии в 1947 году. После войны он занимался любимым делом – охотой. Иван Кульбертинов ушел из жизни в 1993 году в возрасте 76 лет. Похоронен он в родном селе Тяня Алекнинского района. Имя прославленного снайпера присвоено Тяньской средней национальной венкийской школе и улице в городе Алекнинске. Легендарный снайпер Иван Николаевич Кульбертинов был дважды представлен к высокому званию Героя Советского Союза, однако он, к сожалению, его не получил. Сам он относился к этому довольно спокойно, ведь он выжил и прошел все испытания этой страшной войны. Но для нас, для якутян, мы всегда будем чтить его героический подвиг и помнить его имя. Замечательно, что в городе Якутск открылось такое общественное пространство Парк Победы, где любой желающий, любой человек может в эти дни, даже в любой день прийти и отдать почести всем фронтовикам, которые ковали великую победу.
Память о героях мы обязаны сохранять, но есть и более приземленные вещи, которые тоже требуют бережного отношения и юридической грамотности. Например, недвижимость. Квартиры, дома, земельные участки – это то, что накапливается годами, а потерять можно за один неверно подписанный документ. Какие подводные камни таят в себе сделки с недвижимостью? Как проверить чистоту объекта перед покупкой? И почему нельзя доверять устным договоренностям даже с самыми близкими людьми? Об этом узнаем в рубрике «Советы юриста». С начала мая 2026 года в России вступили в силу новые правила, регулирующие сделки с недвижимостью, такие как приобретение, дарение, наследование жилых объектов и участков. Особое внимание уделяется вопросу подтверждения юридической воли сторон и их дееспособности. В случаях дарения расширяется проверка подписавших документы на предмет наличия давления или злоупотреблений, особенно если речь идет о сделках с пожилыми собственниками. Нотариусы обязаны более тщательно удостоверять, что даритель действует свободно и осознанно, что направлено на снижение числа оспариваемых сделок, когда имущество в дальнейшем оспаривается наследниками или другими заинтересованными лицами по причине мошенничества или недееспособности дарителя. В части наследования упор делается на развитие электронной системы и единого реестра наследственных дел. Введены механизмы дистанционной подачи заявлений и отслеживания регистрации наследства, что значительно облегчает процесс и ускоряет оформление прав. Однако совместно с этим возрастает ответственность наследников за своевременное предъявление своих требований. Пропуск сроков подачи деклараций или обращения к нотариусу значительно усложняет восстановление прав, поскольку система становится более автоматизирована и четко фиксирует каждое действие или бездействие сторон. Юристы советуют тем, кто планирует передавать недвижимость при жизни или завещанием, не откладывать подготовительный этап, своевременно привести объект в порядок, оформить все перепланировки, снять обременения и проверить сведения в государственном реестре. Экспертные рекомендации включают предварительную консультацию с юристами, чтобы избежать проблем в будущем. Особенно важно учитывать, что подвергнуться более тщательной проверке станут все сомнительные схемы реализации сделок, фиктивные расписки, устные договоренности или договоры, оформленные без соблюдения установленных требований, поскольку новые регуляции значительно усложняют их проведение и повышают риск отказа в регистрации или признании сделки недействительной. Знайте свои права. Покупать недвижимость – это, конечно, серьезно, но иногда деньги нужны срочно и небольшие суммы на короткий срок, и вот тогда приходится обратиться в микрофинансовые организации. Тут важно знать свои права. А в этих правах с 1 апреля ограничили переплату по краткосрочным займам. Это те, которые берутся на срок до года. Теперь переплата не может превышать 100% от суммы займа. Например, взяли 10 тысяч, отдадите максимум 20, даже если сильно задержали платежи. Давайте разберемся, как это работает на практике. Когда выплаченные проценты и штрафы сравняются с суммой займа, все начисления автоматически прекратятся. Это очень хорошая защита заемщиков. Но важно понимать, что ограничения действуют только в рамках одного договора. Допустим, переплата уже достигла максимального предела, а микрофинансовая организация, вместо того, чтобы остановить начисление процентов, предлагает вам взять новый заем, чтобы погасить старый. Если вы соглашаетесь, то начисления по новому договору начнутся заново, и в итоге вы заплатите намного больше. Если с выплатами сложно, брать новый заем для погашения старого не нужно. Самое разумное – спокойно, без новых кредитов выплачивать долг. Если МФО нарушает ваши права и продолжает начислять проценты сверх лимита, подавайте жалобу в Банк России через интернет-приемную на сайте регулятора. Берегите себя и свои деньги. Опера – это не просто пение. Это мир эмоций, где артист проживает десятки жизней. А музыка говорит без слов. Да, как рождается вот это волшебство на сцене? Вот об этом мы сегодня узнаем, поговорим об этом, потому что сегодня у нас в гостях один из тех, кто воплощает это волшебство в реальность, народный артист Республики Бурятия Эдуард Жакбаев, солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Гамбо Цыдынжапова. Доброе утро. Утро доброе. Да. Вы в Якутске впервые на гастролях? С гастролями театра впервые. И как впечатления, какие эмоции?
По утрам у вас свежо. Но это пока что. Скоро будет июль, в котором будет не свежо, будет очень жарко. Собственно, хотелось бы про гастроли поговорить, да, как-то к чему стоит приготовиться якутскому зрителю, что в гастрольный план входит и так далее. Ну, гастролями это назвать, наверное, сложно. Это такой дружеский визит, я бы сказал. Мы принимаем участие в спектакле «Богема» Якутского театра. Дело в том, что это постановка, в которую мы входим. Это мы не привезли свой спектакль, мы привезли свои голоса, свое отношение. Ну и да, мы будем в своих костюмах. То есть, получается, вы как бы... Это совместный будет спектакль? Это совместный спектакль двух театров. Театров, оперы и балета. Осенью мы ждем ваших солистов в нашем спектакле «Риголетто» в Бурятии. То есть там аналогичная история, Да. другой спектакль, и уже в другом месте можно будет посмотреть. А вообще, вот говоря про вот такие коллаборации, наверное, да, если можно так выразиться, когда два театра вместе одновременно ставят какую-то постановку, с такими... Часто ли такое происходит? И вообще, говоря про колесение по стране, часто ли приходится выезжать в другие регионы, работать там, работать в составе других театров в том числе? Вообще это всегда очень интересно, принимать участие именно в постановке другого театра, потому что другой дирижер, другой режиссер, другие коллеги, вот, и, ну, так скажем, свежий взгляд. Вот. Что касается, часто ли это происходит, ну, не очень часто, но такое бывает. А был ли зарубежный, может быть, опыт вот в таком формате? Интересно. В прошлом году, да, в мае мы ездили с ребятами в Монгольский театр оперы и балета, выходили в их спектакле «Кармен» Жоржа Бизе. Ну, давайте вернемся вновь к опере «Богема», да, она на якутском языке, да, почему выбрана именно она? Опера «Богема», она на русском языке. Да вы что? Да, на якутской сцене, но на русском языке. Вот, ой, на русском. Извините. На языке оригинала, конечно же. Это будет итальянский язык. Вот. О чем опера? Опера написана по книге Анри Мюрже «Жизнь богемы». Вот. И повествует о повседневной жизни тех, кого тогда называли богемой. Это не сегодняшняя богема. Как мы привыкли понимать. Не в том привычном, да, значении. А это бродячие артисты, художники. В данной опере 4 основных персонажа. Это художник Марчелло, поэт Рудольф, философ Кален, это мой персонаж, и музыкант Шанар. Вот. И любовная история Рудольфа, поэта, и Мими, и Марчелло, художника, и Мюзетты. Вот говоря про язык оригинала, то есть итальянский язык, как правило, вообще многие оперы, они ставят, ну, не многие, почти Опера все. родилась в Италии. Да, опера родилась в Италии, и часто все постановки, они на языке оригинала происходят. А вот такой что-то вопрос у меня сейчас появился в голове, то есть солистам необходимо исполнять текстово, да, грубо говоря, эти партии. А язык сам итальянский приходится учить прям или главное слова выучить? Мы это изучаем, да, в процессе обучения и в среднем специальном учебном заведении, и далее в ВУЗе. Вот. И, ну, в принципе, итальянский — это такой международный язык музыкантов, и можно поговорить, да. То есть можно сказать, что итальянский язык — это Международный. профильный навык. Да, это как у артистов балета французский. Они всегда могут пообщаться на французском. Эдуард, давайте немного поговорим о вашем творческом пути. Да? Вы выбрали профессию, профессия выбрала вас. Возможно, у вас творческая семья. Дело началось еще далеко в детстве. Отец привел меня в театр оперы и балета. Мне было 5. Это был 86-й год. Я заболел этим искусством. Я упрашивал родителей. Меня водили на все концерты, на все спектакли нашего театра оперы и балета. Вот. И как-то само собой разумеется, потом я поступил в музыкальную школу, в музыкальное училище. Вот. И с 2008 года по окончании вуза служу в театре оперы и балета. Да. В одном и том же, ну, вот уже получается 18 лет. Да. Совершеннолетие получается. Да, совершенно верно. Кстати, в марте был концерт у меня мой. Вот, я говорил о том, что совершеннолетие на сцене родного театра. Ну вот говоря про родной театр, тогда какие творческие проекты выходят вот на сцене вашего театра?
Ну, это спектакли, это концерты, это формирование в данных настоящих условиях выездных бригад концертных, которые ребята выезжают в Донецк, в Луганск, в зону боевых действий, вот, чтобы поддержать наших ребят там на линии боевого столкновения. Эдуард, а вот все-таки все познается в сравнении, да, вот хотелось бы узнать лично ваше мнение, да, что общего между театром оперы и балета нашей республики и театром оперы и балета Бурятии? Есть ли какие-то, может быть, такие прям интересные моменты, ну, которые не встретишь в других? Ну, наверное, сложно говорить, потому что пока что все, что я знаю о якутской опере, это тот опыт, который я получил вчера на одной репетиции. Ну, думаю, очень много общего. Почему? Потому что сфера достаточно узкая. Вот, спектакли, я думаю, в какой-то степени совпадают, потому что мировая классика, она и есть мировая классика. И, ну, вчера пообщался с дирижером, с режиссером. Общий язык мы нашли сразу. Это уже хорошо. Ну и завершая беседу, уже на такую общую тему перейдем. Вопрос, да, касательно, ну, как сказать, правильно ли будет сказать, востребованность, да, и насколько охотно, может быть, люди сегодня идут в эту профессию, то есть вот молодежь. Это всегда может быть стабильно было, потому что мы понимаем, что это достаточно такой, ну, узконаправленная специальность, скажем так. То есть всегда, может быть, была стабильность там, по количеству студентов, условно, выпускников, или же в какой-то период было больше желающих, сейчас стало меньше, или наоборот? Ну, сейчас, наверное, не так много желающих, но, с другой стороны, классика бессмертна, говорят. И поэтому какой-то определенный процент молодежи у нас будет всегда, я думаю. Да. И случайных людей там не может быть, правильно? Совершенно верно. Вот. Ну, а мы, тем не менее, вас благодарим за эту беседу, желаем успехов творческих, хорошего дня сегодня. И хотим, говоря про случайность, все-таки долю случайности добавить, потому что хотим дать возможность нашим зрителям как раз-таки оперу «Богема» посетить, подарить такую возможность, да, некоторый подарок такой нашим зрителям сделать. Чтобы вот на эту «Богему» попасть, получить от нас билеты на эту оперу, вам нужно быть подписанным на наш канал в мессенджере Макс, да, можете по QR-коду пройти и туда попасть, подписаться и так далее. В Телеграм также можете подписаться наш. Ну и, собственно, чтобы стать обладателем билета, вам нужно помимо подписок ответить на вопрос. В опере «Богема» есть сольный номер «Вальс». Кто его исполняет? Вопрос, кто его исполняет в опере, имеется в виду. Такой вопрос, ответьте на него и станете обладателем билета. Будьте внимательны, нам нужны только правильные ответы, Только но правильные. и, конечно, это нужно сделать как можно быстрее. Да. Ну и затем мы выберем победителя, и уже буквально вот-вот скоро можно посетить интереснейшую оперу «Богема». Дерзайте. Насладиться классикой, да. Ну а там, где заканчивается музыка, затихают голоса, начинается визуальное искусство. Ткань, крой, силуэт, цвет. Модельеры умеют рассказывать истории без единого слова. А когда на подиуме встречаются профессионалы и те, кто никогда не ходил по нему раньше, рождается нечто большее, чем просто мода. В Якутске прошел необычный показ United Fashion Show. Это была не просто демонстрация нарядов. Это была история, которую не прочитаешь в глянце. О чем она? Смотрите в нашем сюжете. Этот рисунок теперь знает весь Якутск. Его автор – 10-летний Байдам. Именно он стал главным символом благотворительного показа мод, который прошел в столице республики. У нас было задание собрать рисунки наших детей нашего центра. Да. Из всех рисунков выбрали рисунок моего сына Байдама. Да, он не идеален, но он тем самым свою уникальность придает. Да? И я очень счастлива и горда за сына, что его рисунок стал в таком значимом мероприятии символом. Сам показ был посвящен именно детям с особенностями, благотворительный показ, да, и так много людей пришли поддержать нас, и получается, они показали себя тоже как светлые и красивые люди во всем. Это событие стало не просто демонстрацией нарядов, а яркой иллюстрацией силы единства. Когда мы вышли, столько огней, музыка громкая, но Юра спокойно прошелся,
уверенно, как звезда, помахал в конце. На мой взгляд, такие проекты очень важны. В наше время очень много детей с инвалидностью, с ОВЗ. Никто не застрахован от этого. И чтобы общество узнавало, больше было информации о том, что есть такие дети. Хотя дети с расстройством аутистического спектра часто воспринимают мир вокруг иначе, со своим ритмом и способами выражения эмоций, в остальном они такие же, как и мы все. На показе в атмосфере принятия и поддержки дети буквально преобразились, уверенно держались на подиуме, радовались вниманию и щедро делились с залом своей уникальной энергией. Ты улыбался, когда шел по сцене, да? Да? Смотри. Да? У них вот именно особенности с нехваткой понимания обращенной речи, да, тем, что у них нет фразовой речи, и за счет этого они очень чувствительны. Даже вот, например, мой ребенок, он очень метеозависимый и все очень чутко ощущает, а там на показе ему было очень комфортно. Тебе понравился показ, да? Скажи, да. Да. Очень? Каждая мама на этом мероприятии настоящий герой. Когда у них родились дети с особенностями, они не опустили руки. Напротив, объединились. Их общими усилиями в Якутске появился первый центр развития для детей с аутизмом школьного возраста. Теперь здесь малыши учатся понимать мир вокруг, раскрывают свои уникальные способности и делают первые такие важные шаги к самостоятельности. Когда мы были в Казахстане, был такой центр, где вот ребята находились целый день и занимались ABA-терапией, всякими развивающими занятиями. Да? Это вот АФК, арт-терапия, и все это в комплексе. Когда пришло время школы, мы решили обратно переехать, потому что здесь образование, коррекционные школы хорошие, да. Но вот после школы ему некуда было идти, ни одна продленка не брала наших детей, все отказывают, да. Мы искали такие центры, не нашли и решили, вот как раз-таки я познакомилась тогда с Антониной, с Ксенией, да. Ксения тоже столкнулась с этой проблемой, мы решили создать центр сами, если нет такого в городе Якутске. Получается, он до обеда в школе, после обеда в центре, и это дает возможность, не только мне, но и другим родителям выделить время для себя, для решения каких-то личных проблем, отдохнуть или поработать. Мамы, стоящие за этим проектом, подчеркивают, главное не пытаться исправить детей, а помочь им раскрыть свой внутренний потенциал. Не так страшен черт, как его малюют. Дети развиваются, каждый в своем темпе, но они развиваются. Этот показ мод стал ярким напоминанием о том, что истинная красота живет внутри каждого из нас. И раскрывается она через способность поддерживать друг друга, принимать людей такими, какие они есть, и вместе преодолевать любые преграды. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Собственно, если мы говорим про показ мод, да, мода, она всегда меняется каждый сезон, а вот звезды на небе, они остаются тысячелетиями на одном и том же месте, и при этом есть подозрение у некоторых людей, что влияет на нашу жизнь. Если вы тоже придерживаетесь такого мнения, давайте узнаем, что же звезды на этой неделе нам всем сулят. Овен. Неделя благоприятна для завершения текущих дел и решения накопившихся проблем. Сосредоточьтесь на самых важных задачах, это поможет разгрузить список дел и почувствовать облегчение. В выходные устройте встречу с друзьями, чтобы зарядиться позитивом. Телец. Благоприятный период для финансовых проектов и укрепления материального положения, особенно в начале недели. Используйте это время для налаживания полезных связей. В выходные откройте для себя что-то новое и займитесь саморазвитием. Близнецы. Вы почувствуете эмоциональный подъем и вдохновение. Это хорошее время для творческих решений и реализации идей. Постарайтесь использовать позитивный настрой для новых начинаний. Возможно, захочется обновить гардероб или приобрести что-то новое. Рак. Сосредоточьтесь на мечтах, но умейте отделять реальные цели от пустых фантазий. Это хорошее время для духовных практик. Попробуйте йогу, медитацию или просто прогулки на природе для развития интуиции. Выходные лучше провести дома с семьей, которая даст необходимую поддержку.
Лев. В этот период необходимо умерить амбиции и сдерживать импульсивные порывы, чтобы избежать недопонимания с окружающими. Практичность и трезвый расчет станут вашими главными союзниками в решении семейных вопросов. Найдите баланс между желаниями и возможностями. Дева. Используйте каждую возможность, которую дает судьба. Вы можете извлечь максимум пользы из любой ситуации. Ваше обаяние поможет добиться намеченных целей. Возможно, приятные перемены в личной жизни или переезд. Весы. Успех придет благодаря поддержке коллег и умению работать в команде. Сейчас вам лучше оставаться в тени и действовать как серый кардинал. Это принесет больше пользы, чем открытое лидерство. В выходные вероятны приятные изменения в отношениях. Проявите внимание к любимому человеку. Это укрепит ваш союз. Скорпион. На этой неделе вы будете общительны и мобильны, а ваша интуиция и аналитические способности будут на высоте. Это поможет глубоко понимать суть ситуации и мотивы поступков людей. В выходные посетите мероприятия, где можно завести полезные знакомства. Стрелец. События будут меняться стремительно, как картинки в калейдоскопе. Финансовая удача на вашей стороне. Возможны спонсоры и новые проекты. Не бойтесь рисковать, так как продуманные шаги принесут прибыль. Козерог. Будьте осторожны в общении, могут раскрыться тайны, которые приведут к конфликтам. Избегайте резких высказываний и поспешных решений. Выходные и гармоничное время. Поддержка партнера поможет реализовать мечты и ощутить командный дух. Используйте этот период для планирования будущего. Водолей. Выполняйте обещания и держите эмоции под контролем, так как импульсивность может сыграть против вас. Непунктуальность и необязательность способны испортить отношения с начальством и коллегами. Если есть возможность, возьмите паузу и проведите время на природе. Рыбы. Вас ожидает прилив положительной энергии. Будьте внимательны к информации. Она может стать ключом к новому этапу в жизни. В выходные вас ждут позитивные события. Встречи, общение и поездки принесут радость и улучшат настроение. Продолжим рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. В Якутске в период паводка увеличили дозу угля для очистки воды. Углевание помогает удалить запах. На водозаборе увеличена кратность отбора проб. Исследование проводится каждые 2 часа. На 17 мая после очистки вода соответствовала показателям по цветности, мутности и уровню железа. В зависимости от состояния речной воды каждые 2 часа технологи увеличивают дозу активированного угля. Отбор проб проводится ежедневно. Более 750 обманутых дольщиков восстановили в правах с начала 2026 года. Из них, благодаря механизмам Фонда развития территории, восстановлены права 442 граждан. В том числе 303 дольщика получили денежные компенсации, а 139 человек – квартиры в достроенном доме. Еще 309 россиян были восстановлены в правах за счет региональных механизмов. К ним относятся привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другие меры. Российские вузы вправе начислить абитуриенту до 15 баллов за индивидуальные достижения, увеличив его шансы на зачисление. Все достижения делятся на общие и целевые. За значок «Готов к труду и обороне», аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах и волонтерских акциях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту можно получить до 10 баллов. Дополнительные очки приносит и наличие творческого или спортивного дополнительного образования, а также статус победителя или призера национального либо международного чемпионата Обилимпикс. В Министерстве образования напомнили, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно подать не позднее дня завершения приема документов. Сегодня отмечается Международный день музеев. Национальный художественный музей Якутии присоединился к акции «Ночь в музее». В этом году основной локацией мероприятия стала галерея зарубежного искусства, где под общим девизом «Родное» была представлена масштабная культурная программа. Посетители погрузились в 3 тематические направления, объединившие историю коллекции мецената Габышева, эстетический диалог Севера с мировым искусством и атмосферу восточного гостеприимства. В течение вечера проходили
арт-медитации, скетчинг-экскурсии и музыкальный марафон. Гости участвовали в творческих мастер-классах и музейных квестах. На ярмарке можно было приобрести изделия локальных производителей. Концепция нашей ночи – родное, мировое, потому что только понимая мировую культуру, ты ощущаешь свою собственную идентичность, уникальность культуры и особенность якутского искусства, вклада искусства Якутии в мировую сокровищницу. Поэтому мы в сквере представляем различные инсталляции. Вот вы видите скульптуры якутского художника Пшенникова, который обращается к теме прекрасного, к теме вечного, отталкиваясь от античного искусства. На главной площади в центре Якутска завершен очередной этап обновления архитектурно-художественного облика. Проведен полный комплекс работ по замене световых конструкций. На этой неделе был осуществлен демонтаж праздничных световых форм, установленных в 2025 году. Далее завершен монтаж новых световых конструкций «Моя республика» и «Сахасере». Мы стремимся к тому, чтобы современное световое оформление подчеркивало статус центральной общественной территории, оставаясь при этом функциональной, прокомментировал Александр Трофимов, директор службы эксплуатационно-технического обеспечения. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах. Ну, вот такое утро у нас понедельника, 18 мая. И на этом наше утро встречи его, она заканчивается. Ну и, как всегда, мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам до свидания. Завтра в 7:00 на телеканале «Якутия-24» мы вновь скажем вам доброе утро. Да, но с одним небольшим условием, что говорить доброе утро вам будет уже Дарья, потому что я, к сожалению, большому все-таки вынужден не говорить до свидания, а сказать прощайте, потому что вот на этом был мой, наверное, последний эфир в составе утра. 5 лет вместе с вами мы встречали наступавшие дни. Вы продолжите это делать, дорогие телезрители. Я вам от себя лично хочу на прощание пожелать, чтобы каждый день у вас был повод улыбнуться. Даже если вы вдруг не посмотрели внезапно «Утро Якутии» по каким-то причинам, просто пусть будет повод улыбнуться. Ну а мы желаем тебе удачи, Паша, и все телезрители республики тоже. Спасибо.